Я, наверное, не буду представлять аудитории, потому что Дэна вы уже знаете. И поэтому сразу начну с вопроса. Дэн, можно ли научить ChatGPT говорить, творить на астинском языке? И если можно, как это сделать? В двух словах, да, конечно, можно. Он, более того, наверняка, ты пробовал это делать, он что-то знает, какие-то слова. Научить можно, да, есть технические, если технически говорить, то есть подходы, там есть fine-tuning, так называемый, когда можно добавить свои слои в, ну, скажем так, в эту нейросеть, грубо говоря. И она это будет понимать. Более того, если говорить в частности о чате GPT, то да, там можно свои модели, да, на основе их моделей, да, обучать свои. Вот, например, что нам сейчас надо для того, чтобы обучить нейросеть говорить на любом языке, в принципе? Ну, смотри, на самом деле, мы сейчас, давай я чуть-чуть введу от чата GPT небольшой такой технический экскурс, да. Чат GPT от OpenAI — это такие лидеры, они флагманы, но все за ними бегут, да. И подобные решения выпускает и Google, и Яндекс, и Facebook. У Facebook вообще open source, то есть открытая для всех языковая модель. И там Илон Маск запускает, ну, много кто запускает. Anthropic, вот многие про них говорят. То есть со временем появится много решений подобных. Более того, есть open source с открытым исходным кодом. То есть мы можем скачать и поднять и развернуть его на своем компьютере. Сама модель — это одно, но есть еще и данные, на которых они обучаются. Эти данные также в интернете есть так называемые датасеты, где размеченные данные лежат, и их можно использовать для обучения своих языковых моделей. То есть, если говорить технически, если мы захотим сделать свою собственную языковую модель, это возможно. Мы качаем исходные коды, например, от ламы, мы берем датасеты открытые, объединяем все это, и у нас уже есть своя языковая модель. Наша задача — это сделать так, чтобы размеченные данные допустим, астинском языке, астинской культуре, они просто попали в open source. Да. Что такое размеченные данные? Вот, что это такое? Ну, опять-таки, я постараюсь сейчас без технических деталей, как все это работает. Большая языковая модель, она понимает смысл слова. И если мы, например, пишем одно слово, одно предложение на одном языке, второе предложение на втором, третье предложение на комбинированных языках, на разных языках, то большая языковая модель их понимает, потому что она понимает их смысл. Как если у нас стоит задача, например, на астинском языке дать набор слов и, грубо говоря, обучить тому, какие слова, грубо говоря, между собой похожи. Вот. Тогда она начнет понимать эти слова, и когда мы что-то пишем, написали первое слово, второе, третье, она будет понимать, что писать четвертое, пятое, что обычно за этим идет. Нужно много материала, то есть вот Яндекс, например, постоянно, у них есть проект Толока, они постоянно нанимают авторов, и они постоянно размечают тексты, то есть говорят, о чем этот текст, и обучают языковую модель смыслом этого текста. И вот по факту, для того, чтобы языковая модель это научилась делать, надо ее, есть подходы, надо ее обучить и дать как можно больше контента. Там еще есть интересный подход, что когда доходит до определенного уровня, то нейросеть может сама генерить текст, человек проверяет, и он на этом же и обучается. То есть, это я к чему? К тому, что тут же станет вопрос, а где взять столько контента? То есть нужно до определенного уровня это довести, а дальше она уже может сама как-то... А вот если у нас есть, например, электронная библиотека Барзовсак, да, где очень много текстов, где есть текстовые слои, очень много книг, как и на астинском языке, так и на русском. Мы, в принципе, можем использовать подходящий контент? Да, конечно, любые тексты подходящие. То есть текущие языковые модели учатся на всех текстах, на текстах из интернета, там чат GPT, там есть такой огромный сайт Reddit, там, где все подряд. То есть главное, чем больше текста, тем лучше, главное обучить ее, там, грубо говоря, смыслом. Но эти подходы... Язык, вот смотри, вот мы учим чат GPT или другую нейросеть
астинскому языку, нужен ли нам промежуточный язык, на котором мы будем ее учить, английский или русский, или это происходит чисто на математической какой-то основе? Ну, я больше занимаюсь, так сказать, прикладным, да, Да. вот детально сказать я не могу, нужно или нет, но все эти материалы, все эти подходы, они известны. То есть, например, если у нас это была бы такая задача, вот это сделать, что бы я сделал? Я первым бы делом нашел специалиста, кто технически на уровне именно каких-то кодов понимает, как это обучать, это известно. И дальше создается некая команда, которая просто сидит и долго, упорно все это обучает. Все эти технологии понятны, известны и открыты. Это нужно просто брать и делать. Это не magic. Это вообще, да, это Не rocket science. Не rocket science, да. Абсолютно, ну, то есть все понятно. Потому, ну, языковых моделей очень много. Вот и у Яндекса очень хорошая языковая модель, у них большие компетенции и там, ну, то есть узнать об этом, как это обучить, то есть надо просто взять и сделать это. Вот. А вопрос, например, во-первых, то есть свет клином не сошелся на чат GPT. То есть у нас есть другие нейросети. Такой еще момент. Почему ты используешь слово нейросеть, а часто пишут про искусственный интеллект? Языковая модель, искусственный интеллект, как это связано? Да. То есть если мы научим нейросеть говорить на астинском языке, это значит, что искусственный интеллект говорит на астинском языке? Или это все просто каша, которую вот просто СМИ активно вталкивают в умы людей? Да, отличный вопрос. Да, действительно, это есть каша. Есть искусственный интеллект, это общее понятие для всех, как информационные технологии, как IT. В искусственном интеллекте есть подход, там, да, метод, это нейронные сети, да, для обучения каких-то материалов, а уже благодаря этой технологии уже делается подход и уже делаются большие языковые модели, потому что благодаря нейронным сетям делается, например, зрение, то есть как компьютер vision, когда машина понимает, что за объект перед ним, это тоже искусственный интеллект, это тоже нейронные сети, но это небольшая языковая модель уже. Или, например, предсказывают, какое видео следующее вам показать, какой-нибудь социальной сети. YouTube, да? Ну да, конечно, это все искусственный интеллект. То есть мы уже плаваем в этом искусственном интеллекте. Вовсю, да. На Wildberries все, во все эти рекомендации, все используют так, ну... Просто есть какой-то страх перед искусственным интеллектом. Мы сейчас о нем говорим, а люди говорят, вот вы научите на искусственный интеллект говорить на астинском языке, они видят в этом какие-то угрозы. А получается, мы уже давно в этом пространстве живем, и если вам страшно, то стоило испугаться лет 10 назад. Да, конечно, страшно человечеству бывало всегда. Да, есть там... Когда книги появились, да, то есть самые передовые философы говорили, что это полнейший бред, все знания должны передаваться из уст в уста, от учителя к ученику через словесные какие-то, ну, через речь, вот. А книги все это от лукавого. Страх технологии – это нормально. И это было постоянно лудиты, ну, миллион примеров там. Да. Можно найти законы, которые были не так давно, буквально 100-120 лет назад, что были законы, что если едет автомобиль, перед ним должен стоять человек со знаком идти, и чтобы он никого не сбил. Вот. Мы уже давно живем в эпоху этого машинного обучения, искусственного интеллекта. Все это очень глубоко проникло уже в нашу жизнь. Сегодня мы живем намного, если человека взять 30 лет назад и переместить в наше время, да, то он очень удивится, насколько у нас жизнь разнообразная, богатая, сколько всего доступно. А благодаря чему это появилось? Благодаря технологиям, что мы тратим меньше энергии на получение больших результатов. Да, конечно, сейчас наверняка найдутся люди, скажут, что мы плохо живем, что все это не так, но... Что искусственный интеллект лишает нас работы. Что лишает нас, безусловно. Но почему-то мы сейчас не сожалеем о кучерах, которых было очень много, тех, кто заботился о лошадях, тех, кто навоз убирал. Это же была целая индустрия огроменная там, да? Но мы о них не вспоминаем. Или не вспоминаем о людях, которые на телефонных станциях переключали провода. Они тоже потеряли работу, да? Но от этого не стало меньше работы в сфере телекоммуникаций. Ее стало только больше. Да, вот этот момент очень важный, что каждым новым шагом прогресса, да, какие-то рабочие места отмирают, но в итоге прогресс позволяет создать еще больше рабочих мест. Ну, потому что у человека больше возможностей появляется. Да. Ну и тема, знаешь, с концом труда, который постоянно с новым витком технологий
он появляется, он тоже появился не сегодня. Ему тысячи, может, сотни лет точно, да, все философы изучают, что, а вот сейчас как, вот паровой двигатель появится, и мы все лишимся работы. Это же сейчас кажется это смешным, но эти работы можно найти, если кто-то захочет. Задача, ну и моя задача, я вижу ее так, в том, чтобы о технологиях этих рассказывать, для того, чтобы люди могли их осваивать и быть более конкурентоспособным на рынке. Сегодня точно сколько миллиардов людей живет на Скоро планете? 8 будет. Скоро 8, да, и мы же все как конкурируем между собой. Мы научили нейросеть говорить на астинском языке. Сделает ли это астинский язык более конкурентоспособным в мировой среде? Конкурентоспособным за что? За человеческое внимание? Я скажу, в пространстве использования. Обучение большой языковой модели астинскому языку даст нам точно возможность, тем, кто захочет изучить, даст отличный инструмент для того, чтобы язык освоить. Я периодически, у меня бывает вдохновение, я пытаюсь как-то начать изучать астинский язык. Это, я вам скажу, задача не из легких. То есть, вот и просто, материал где-то найти нужно там, да, надо методологию, да, все это, Я уже, кстати, видел в чата GPT, ты обычно пишешь, подготовь мне программу изучения французского языка, более какие-то параметры задаешь, может какая-то сфера, прочее, и он тебе выдает, и дальше ты ему пишешь, теперь каждый день присылай мне задания, и он уже генерирует и задания, и проверяет тебя. А еще понимаю, когда эти модели, они станут голосовыми, уже, как понимаю, чат GPT голосовые модели можно получать, то получается, ты фактически будешь, тебя какой-нибудь Siri или Алиса, она будет учить тебя родному языку и проверять, правильно ты произнес, что ты сказал, правильно ли ты составил предложение. Это отличная тема, большая и интересная. Уже существует множество проектов, стартапов, которые благодаря искусственному интеллекту строят интерактивные, динамические программы обучения чего угодно, программированию, языку, каким-то знаниям. То есть он тебе изначально дает программу, ты начинаешь учиться, а он тебе задает вопросы, ты отвечаешь, и в зависимости от твоих ответов он эту программу перестраивает. Он помогает, он понимает, вот тут ты, наверное, что-то не знаешь. Да, то есть он под тебя подстраивает. Конечно, в Китае есть уже большие проекты, которые используют для обучения школьников искусственный интеллект для построения персональный наставник. У тебя есть такой. Более того, это не просто какой-то, что кто-то что-то придумал, а уже это протестировано на тысячах школьниках, и результаты отличные. И опять-таки, это не значит, что учителя не нужны. Нет, у тебя есть... представьте, что учителя допустим, по всему миру каждый день повторяют одни и те же материалы. У кого-то хорошо получается рассказывать, доносить, у кого-то плохо. Но это может делать машина и рассказывать. А учитель должен быть наставником, он должен быть ментором, он должен быть мотиватором, конечно, да. А зачем ему очередной раз, миллиарды раз повторять одну и ту же теорему? Механический труд по факту конечно, да. Зачем тратить человеческую энергию, чтобы проверять домашние задания? Это же куча энергии тратится. Да, этот труд учителей в этом плане адский. Конечно, да. В то время, когда он может направить это все на какое-то создание каких-то творческих вечеров, которые там, например, будут мотивировать детей, или человека изучать, погружаться в среду. Да, общение, взаимодействие, коммуникация и и все именно так. То есть вообще я начал про Китай, хочу одну вещь сказать. Сегодня эти ребята очень далеко от всех ушли. Они просто живут в своем мире, но у них передовые просто технологии в плане применения всего этого. И имейте в виду, в общем. Китай не спит. Тогда возвращаясь к теме, опять же, я как человек, который в этом ничего не понимает, который поигрался с чат GPT-3, чат GPT-4, нахожусь в легком шоке. Вопрос, научили мы модель языковую определенному языку, может ли она писать исследования или научные работы, опираясь на какую-то там базу данных самостоятельно?
Может ли она заменить, то есть может ли она заняться там научным процессом, выявлять какие-то языковые особенности, сравнивать их с другими языками? Вот что называть научной работой? И вообще большая языковая модель классная штука, но что она не может? Она не может генерировать новые знания. По факту она переиспользует только те знания, которые есть. Да? Использовать, ну, она может что-то комбинировать, вот, но, как правило, это обычно сходит в галлюцинации, так называемые. То есть по факту это прекрасный второй пилот. Вот, один из самых крутых и популярных продуктов в плане вот больших языковых моделей это Copilot. Он такой же стал отраслевым стандартом, как ChatGPT, и этот инструмент помогает программистам дописывать свой код. То есть ты ему накинул идею, а он дальше уже завершает? Да, именно. Да, к чему это я говорил? Да, ты начинаешь писать, он предугадывает, что именно ты будешь делать. Этот инструмент называется Copilot, и это прекрасное название для этого. То есть это второй пилот. Если ты не понимаешь, что ты хочешь сделать, у тебя ничего не получится. Он тебе будет выдавать галлюцинации. Он тебе будет выдавать какую-то абы чего. Но когда, и это прекрасное название, то есть ассистент твой, когда ты вот, например, владеешь программированием, ты знаешь, что ты хочешь написать, тебе нужно просто потратить какие-то там час-два на то. Великолепно справляется в этом сценарии большая языковая модель. Она тебе за 5-10 минут сделает то, что тебе нужно. Но если у тебя в голове этого нету, то получится, как правило, ерунда. Вот пока уровень такой. То есть творческий процесс она пока не способна заменить? Конечно, нет. Человек, он и должен существовать для творчества. И вот все это нужно воспринимать как ассистента, как второго пилота, как экзоскелет. Сам ты можешь, например, поднять 50 килограмм, а с экзоскелетом ты можешь поднять 500 килограмм. Да. Но это не значит, что этот экзоскелет будет сам этот груз разносить. Нет, он не будет. Он тебе просто поможет делать тебя сильнее, быстрее. И там, ну, это пока на текущем этапе. Но все пока может на поменяться, текущем этапе. Что-то, конечно, все будет меняться. Все будет меняться. Но... Кстати, это главный страх. Люди не привыкли к тому, что все меняется. Да. Это большая проблема. Да, мир очень быстро меняется, и те, кто не боится каких-то изменений и открыт для каких-то перемен, то тем легче, просто меньше стресса в жизни. Вот, да. Практический вопрос. Окей, вот у нас есть группа активистов, которые хотят нейросеть научить на языке новом. Вот какие их первые шаги должны быть? Кто это должен быть? Вот какая команда примерно, суперкоманда, которая вот может это реализовать? Сколько человек? Какие ресурсы им нужны? Ну просто вот сейчас, может, нас языковые активисты смотрят, они загорелись этим, чтобы им понять, по силам ли это им задача или нет. Как бы это делал я? Да. Первое, нужно найти такого, скажем, научного руководителя, кто будет вести с точки зрения технологий, все это, как именно обучать. Найти там одного-двух. Научного руководителя именно программиста или лингвиста? Скорее специалиста по языковым моделям. Да, это скорее как-то data scientist, как это назвать, вот что-то вот в этом. Вот это ведущая роль, да? Да, ведущая роль, кто понимает, как это работает, и кто понимает, что должно быть в конце, да. Вот. Его найти, одного такого специалиста, одного-двух начинающих специалистов, кто бы подхватывал эти знания и развивал, и там, я не знаю, и какое-то число, чем больше, тем лучше, волонтеров, которые бы просто, кто понимает язык, кто бы сидел и обучал, и размечал данные. Вот в принципе и все. Руководитель, он бы организовывал процессы, те, кто помладше, они бы следили бы за этими процессами, тестировали все это, то есть там тоже есть свои подходы, то есть мы обучили, как узнать, он хорошо работает или нет, там тоже есть подходы для валидации, для проверки всего этого. Ну и в принципе и все. Дальше это выкладывается в open source. И вы подключаете большее количество людей к этому процессу. Конечно, могут подключиться и новые люди. Более того, если кто-то будет создавать новые языковые модели или существующие, они видят, новые данные, забираем
И они автоматически, я А уверен, как данные по изучению астинского языка помогут другим? То есть, чем больше языковая модель знает, тем Разных языков в том разных числе. языков, конечно, Да. да, тем лучше. То есть, если есть источники данных, на которых, ну, публичные, на которых учатся все модели, то есть кто использует это за базу, и там куча языков, там и крайне редкие какие-то языки, и очень известные. То есть, возможно, ну скажи, насколько верно я думаю, возможно, какой-то момент там создатели крупных языковых моделей, как ChatGPT, они будут заинтересованы в том, чтобы там, развивать свою нейросеть, и из-за этого, ну, из корыстных, скажем так, целей ради развития нейросети, они могут заинтересоваться малыми языками и начать обучать ее. Тот, кто разрабатывает большие языковые модели, они будут заинтересованы в любых размеченных данных. То есть, по факту, нам сейчас задача даже просто создать размеченные данные. Да. Они автоматически сами прорастут в этот чат GPT, мы даже этого не заметим. То есть, это, еще раз вот хочу уточнить, размеченные данные, это, например, параллельные слои. Мне просто говорили про параллельные тексты. Например, вот один текст на английском, другой текст на осетинском, Да. чтобы они совпадали, мы его грузим в нейросеть, В том числе. Да, это только один из методов. Да, там, ну, я больше занимаюсь, вот я хорошо знаю прикладное их использование. Да. Для меня чаще всего большая языковая модель такой черный ящик, как телевизор. Я, допустим, не знаю, как он То есть, работает. туда закидываешь какой-то Закидываешь, файл. он получает. Но я знаю точно, что есть куча источников размеченных данных, все их используют. Только тебя будут только приветствовать, если ты будешь этим заниматься. Да, можно даже какие-то и международные гранты получать на развитие, на разметку этих данных, и никто точно не откажется от лишних данных, 100%. Вопрос, а у нас есть сейчас в Осетии, ну поскольку ты IT-тусовку знаешь, специалисты, которые вот занимаются, скажем, этим или около этого? Их даже в России мало. Вот. То есть говорить в Осетии я не знаю. Я бы с удовольствием с кем-то познакомился бы, но я никого не знаю. Да и в целом, да, в России и в мире их сейчас. Это совсем по факту эта индустрия появилась год назад, когда в ноябре позапрошлого года, получается, OpenAI запустили просто UI, то есть чат, то есть визуальный. Сама технология была давно, но это был удел каких-то таких вот, как компьютеры в 90-х, каких-то ребят, которые сидели в каких-то лабораториях и что-то там писали. А когда появился доступный инструмент, все говорили: ух ты, вот что оказывается можно. И, соответственно, только год всего-навсего с того, как мы стали говорить об этом стали говорить везде. Соответственно, это совсем начало всего этого. Совсем. То через год ситуация может кардинально измениться. Не может, 100% поменяется. Да, все сильно меняется. То есть все большие компании в это как бы на все деньги, в общем. Ну, я, скажем так, я-то давно за этим слежу, но я вот недавно с плагинами поигрался, вот ChatGPT 3, вот, к сожалению, в России это купить нельзя, приходится вот эту обходную модель, там какую-то карточку другой страны использовать, чтобы попробовать вот ChatGPT 4 и его плагин. И это какое-то чудо. Я буквально недавно плагин, забыл, как он называется, написал ему, я говорю, он по всем актуальным исследованиям, докторским, там, кандидатским ищет в базе данных. Я написал: покажи мне последнее исследование, где что-то писалось об Осетии или об астинском народе. Ну, что меня еще может интересовать, да. И он мне выдал прям всю актуальную базу. И я просто понимаю, что если у тебя есть какая-то проблема, тебя беспокоит, ну, например, ты хочешь знать исследования о сахарном диабете, да, вот, например, и чтобы... Ну и опять-таки, что сделал ChatGPT? Он просто сделал много грубой работы, которая бы, допустим, тебе ушло бы там сотни часов. А он это бац, пробежался по всем данным и сделал тебе выборку. Ты, более того, можешь даже у него спросить, там, сделай мне там график, как это публиковались работы, там, в срезе каких-то ученых, в срезе какой-то темы. Он всю эту работу может сделать. Но по факту эту работу может сделать и человек, просто ему нужно очень-очень много времени потратить. Да. Или много людей, которым надо будет потратить чуть меньше. Конечно, да, конечно, да. Вопрос. Да, вот если говорить, вот ты сейчас привел пример с научными исследованиями, большой прорыв
идет в области медицины. То есть, например, рентгенологии, когда нужно смотреть на снимки и понимать, Да. там, есть ли там какие-то аномалии, переломы. Ну, машина это делает великолепно. То есть человек туда загрузил, что вот перелом, вот опухоль, вот что-то среднее, вот много-много-много раз. И теперь ты загружаешь ему картинку, и он тебе дает, и он дает не решение, он тебе предлагает специалисту, опять-таки, специалисту предлагает варианты. Вот это на то похоже, вот это на то похоже, вот это на то похоже. И, соответственно, вероятность ошибки у врачей будет снижается. Конечно, меньше. Гораздо меньше. То есть получается, например, диагностика пациента, да, ты загружаешь там все данные, там, анализы и прочее, искусственный интеллект их просматривает, и поскольку он может учитывать больше факторов, чем человек, он может сделать вот эту дифференциальную диагностику человека и выдать вот возможные болезни, а ты уже как профессионал можешь все-таки предположить, там, что, скорее всего, это заболевание. Конечно, да. Но он позволяет тебе не упускать из вида что-то важное. Да. То есть второй пилот. Конечно, второй пилот. Более того, уже есть решение, когда тот же врач смотрит на эти снимки, он просто смотрит и рассуждает, здесь то-то, здесь то-то, здесь это. А в конце, раньше это делал ассистент, ему система дает заполненную карточку, вот там как, ну тут вот то, что они записывают, никто не понимает. Да? Теперь он это делает детально, расписано и уже в системе. То есть это не какая-то фантазия, это реальный продукт, который используется в сотни клиниках. Слушай, сейчас у моих зрителей, особенно технопессимистов, мы технооптимисты, а вы, некоторые из вас, могут быть технопессимистами, вообще сильно испугаются, но вот я встал на предзаказ, вот такого кулон, ты его вешаешь на себя, или есть еще к мобильному телефону прикрепляется такая карточка. Это по факту диктофон, который весь день записывает все, что ты говорил. В конце дня ты его подключаешь, или он сам подгружается, вот я это не знаю, как подключается к чату GPT, и он тебе выдает summary всего того, что ты говорил. То есть он весь все, что ты говорил, он это все превращает в текст, в конспекты. И получается, у тебя есть готовая summary, ну то есть лучшие цитаты, скажем так. Как summary на русском сказать. Ну да, summary, итог, результат, резюме. Резюме. Вот. И более того, часто в споре с людьми ты говоришь, я так не говорил, а ты так говорил. Ты можешь даже это посмотреть. С одной стороны, это, конечно, страшно, это вот черное зеркало в чистом его проявлении. Да, вот фильм, только там они зрительно все записывали. С другой стороны, если ты публичный спикер, если ты научный деятель, то ты представляешь, как для тебя это важно, какие идеи у тебя в разговоре с людьми возникают, которые ты можешь забыть или упустить, а если ты, например, следователь, вот, ты расследуешь дела, ты опрашиваешь свидетелей, ты представляешь, вот сколько люди тратят времени, чтобы вспомнить, что ему говорил тот или иной свидетель, записывая это, а сейчас ты просто это все записано было, ты просто это просматриваешь, ищешь по ключевым словам, просишь ассистента твоего обратить внимание на те или иные, сопоставить эти слова человека и эти, понимаешь? То есть, кстати, в какой-то момент это, может, даже убьет популистов, потому что популистам будет гораздо сложнее спорить, потому что можно будет сопоставлять то, что они говорили, с реальностью. Да, ну, популисты, они скорее выезжают на том, что говорят то, что захотят слушать, а люди, они не хотят факта, они хотят найти подтверждение своим мнением. То, о чем ты говоришь, это уже... Многие сейчас работают на удаленке. Я приведу пример. Многие работают на удаленке. Работа на удаленке подразумевает регулярные созвоны. Мы созваниваемся, и ты в какой-то момент забываешь, что вы говорили в течение утреннего созвона. Более того, мы поговорили, звонок завершился, и нам обоим пришло письмо, где кратко написано. Мы говорили час, нам пришло итог, резюме того, в 2 предложениях, о чем мы говорили, потом пункт, что решили, что нужно сделать, и задача, о чем договорились в следующий раз. Это уже сейчас работает? Это мне приходит письмо такие. А ты что используешь? Там есть какой-то сервис, он подключается к Zoom, я не помню.
Но вот мы используем Teams, в Teams есть, но он плохо работает. Но я использовал сторонний, с ребятами созванивался, и каждый раз я как ребенок радовался, когда мне приходит. То есть я обычно это делал сам. Да, и это уходило много времени, да. Очень много времени, и ты во время работы тоже ты записываешь, что-то ведешь короткие, потом садишься полчаса, ну не 20 минут, 15, да и полчаса порой. Тебе нужно, чтобы сделать summary и всем разослать. Сейчас я это видел, это готовые решения, это все работает. То есть ты, будучи человеком, можешь выстроить вокруг себя экосистему нейросетей так, что тебе не нужен будет личный ассистент, а тебе не нужны будут люди, выполняющие, скажем, такой механический труд. Да? Но ты можешь сэкономленные средства потратить на то, чтобы нанять людей, которые могут помогать тебе в творческом процессе. Конечно, да. Конечно, идея в чем? Если вот те, кто смотрят это видео, хотят преуспеть в жизни, то в целом нужно заниматься творческими задачами. Если ваша работа регламентируема, точно, четко регламентируема, у вас есть должностная инструкция, где написано, что делать, что не делать, скорее всего, эту работу легко можно будет заменить. Да. Да. Творческие детали, творческие аспекты, они еще не скоро поменяются, если заменятся. Поэтому надо заниматься творчеством, генерацией чего-то, каких-то идей, коммуникации. Коммуникация тоже слабо автоматизируется, поэтому вот, как-то эмоциональный интеллект, когда ты чувствуешь оппонента, когда ты по жестам. Как ты можешь его мотивировать. Конечно, да. Вот это в этом направлении нужно двигаться, и все будет хорошо. Вот, я уверен. На этой позитивной ноте мы закончим это видео с Дэном. Я ссылку на YouTube канал Дэна дам, потому что он наконец-то завел, он публикует там. Если вы хотите больше узнавать о языковых моделях и вообще о мире технологий, то это канал имени Фортрана. Да. У меня книжка была детстве такая, Вот, профессора Фортрана. Это наш клуб. Да. Вот. Так что присоединяйтесь к клубу профессора Фортрана. Да, я поясню, это не немножечко, а это такой специализированный для специалистов, кто хочет глубже понимать про технологии, и приходите. Там не будет общих, будет, но совсем немного. Но для тех, кто хочет погрузиться, я хочу сделать так, чтобы это был очень интересный канал. Ты не пугай людей, там не только для профессионалов, потому что я ничего в этом не понимаю, но я зашел, пару видео посмотрел, и мне все было предельно понятно, Все. там не было такого, что вот, тут дальше я ничего не понимаю, я выключил видео, такого не было. Ну хорошо, да, значит. Так что не пугайтесь, заходите и смотрите. Да. А мы еще с Дэном будем разговаривать на эти темы. Обязательно. Всего хорошего.